Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия драки в одном из круглосуточных баров Казани. Помогите, пожалуйста! Смотри, режут! 7 полицейских едва смогли скрутить пьяного дебошира. Расскажем, чем завершилась охота на ведьму. Он напал, толкнул и убежал. Мужчина, уверенный, что попал под действие колдовства, навел физическую порчу на лицо подруги своей жены. А также хроника дорожных происшествий. Водитель автобуса говорит, якобы у меня горел красный, хотя я не знаю, как он мог увидеть у меня красный. Это и не только. Прямо сейчас. Трое мужчин ночью устроили мощный кулачный бой в ночном баре на улице Измайловская. Досталось не только им самим, но и сотруднику группы быстрого реагирования охранного предприятия, прибывшему по срочному вызову. Сотрудники заведения, по их собственному признанию, целы остались практически чудом. Нафиса Минязова видела, как пытались утихомирить дебоширов. Нифига! Не получится, брат! Нифига! Нет! Помогите, пожалуйста! Смотри, режут! 7 сотрудников полиции пытались надеть на буйного посетителя бара наручники. И когда это все же получилось, им пришлось вызвать подкрепление, чтобы усадить мужчину в патрульный автомобиль. Руку больно, убери! Руку убери! И только после того, как к бару прибыл третий экипаж полиции, крупного и сильно нетрезвого мужчину все же удалось утихомирить. В 2 других автомобилях сидели еще 2 задержанных. Именно они, как рассказала сотрудница заведения, втроем и затеяли драку в баре. Там что-то не поделили, наверное. Как только начался конфликт, на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования охранного предприятия. Они сделали замечание дебоширам, но им это не понравилось, и мужчины стали размахивать кулаками дальше. Затем и вовсе стали брызгать перцовым баллончиком по сторонам. Виноватыми себя никто из них не считает. Я заступился за друга, и я ни о чем не жалею. В пылу драки досталось и сотруднику группы быстрого реагирования. Ну, вообще-то друга ГБР обидел. Я ударил одного из них. И только полицейские смогли хоть и с трудом, но успокоить дерущихся. О том, что драка между ними была не на шутку, свидетельствовали следы крови в баре. Всех 3 доставили в отдел полиции, где и предстоит с точки зрения закона квалифицировать их действия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». В Казани начали судить 7 подростков, подозреваемых в избиении школьника. Инцидент произошел еще 5 апреля этого года на улице Вагапова. Как гласит уголовное дело, причиной драки стал словесный конфликт. Избив молодого человека, нападавшие скрылись. Позже их личности были установлены. В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Свою вину подозреваемые признали лишь частично. Заседание было отложено. Попросился переночевать, а затем убил отчима и ранил мать. По подозрению в преступлении полицейские Казани задержали 20-летнего жителя Лаишевского района. Как установило следствие, нетрезвый молодой человек пришел к матери и отчиму в квартиру по улице Даурской и попросился остаться на ночь. Такое предложение хозяевам жилища пришлось не по душе, вследствие чего возник конфликт. Подозреваемый нанес отчиму несколько ножевых ударов в области живота, а в дальнейшем удар матери по руке, когда та пыталась закрыть за ним дверь. В одной из казанских больниц был госпитализирован 40-летний мужчина с ножевыми ранениями брюшной полости. Спустя несколько часов он скончался. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Охота на ведьму завершилась сегодня приговором суда для 60-летнего жителя Нижнекамска. Он, будучи уверенным, что подруга его жены причастна к черной магии и колдовству, навела на их семью порчу. Дела у супруга вдруг резко покатились под гору. И тут мужчина решил навести порчу, какую мог, то есть физическую, на саму колдунью, и едва не убил ее. Айгуль Бадрудинова увидела, что во время оглашения приговора дело вдруг приобрело неожиданный поворот. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор стал полной неожиданностью и для потерпевшей, и для супруги подсудимого. Первая ожидала более сурового наказания для борца с магией и колдовством. Год назад 60-летний мужчина подкараулил коллегу своей жены, уверенный, что она навела порчу на его семью. Несколько раз ударил заточкой в спину и изрезал лицо. Убивать не хотел, уверял он на протяжении всего следствия. Хотел напугать. Суд поверил, статью покушения на убийство переквалифицировал. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Адвокат подсудимого исходом дела удовлетворен. Супруга его подзащитного нет. Женщина рассчитывала, что мужа полностью оправдают. Он напал, толкнул и убежал. А статью шьет, что кого-то бы его приостановили, что ему не дали делать убийство. Это же не было. В итоге мужчина должен отправиться в колонию общего режима на полгода. После этого выйдет на свободу. Каждый день, проведенный им в следственном изоляторе, приравняли к 1,5 дням заключения. Но это в том случае, если приговор вступит в законную силу. Пока обе стороны намерены обжаловать вердикт. Айгуль Бадруддинова, Наталья Лушникова и Фахри Исламов. Вызов 112. Тело мужчины обнаружили прохожие этим утром возле дерева в Горкинско-Аметьевском лесу. Насильственных следов на теле погибшего найдено не было. Личность умершего еще не установлена. На вид ему 30 лет. В ближайшее время будет назначена доследственная проверка. Сейчас выясняются все подробности произошедшего. Volkswagen Polo и Volkswagen Caravella столкнулись в вечерний час пик на улице Чистопольская. Со слов участников аварии, водитель минивэна стал перестраиваться на крайнюю левую полосу, по которой в тот момент ехала легковушка. С места происшествия Ленар Гинатуллин. Столкнувшиеся в вечерний час пик автомобили стали причиной крупного затора. После удара минивэн развернул и отбросил на встречную полосу. Именно его водитель предположительно и спровоцировал столкновение, что, собственно, сам и не отрицал. Я перестраивался на крайнюю левую, а он догнал. Несмотря на полученные повреждения автомобилей, сами водители не пострадали. Они зарисовали схему и самостоятельно направились в центр оформления ДТП. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Nissan Coupe и автобус 47-го маршрута не поделили перекресток улицы Волгоградской и проспекта Ибрагимова. Оба водителя свою вину не признают. Их версии произошедшего услышала Анна Городнова. Водитель автобуса комментировать ничего не стал и убегал от излишнего к себе внимания. Второй участник аварии был куда разговорчивее и рассказал, как именно произошла авария. Я ехал с Ибрагимова в сторону центра на зеленый свет прямо. Автобус поворачивал, совершал маневр, но не уступил мне дорогу. Но мужчина, управлявший общественным транспортом, отрицал свою вину и пытался доказать, что водитель легковушки проехал на красный. Водитель автобуса говорит, якобы у меня горел красный, хотя я не знаю, как он мог увидеть у меня красный с другой стороны. Автобус оборудован видеорегистратором. Запись момента аварии должна помочь автоинспекторам определить виновного в этом происшествии. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Перевозил наркотики, попал в ДТП и подрался с полицейскими. В Казани будут судить 35-летнего Антона Счуса. По версии следствия, криминальную славу он обрел летом этого года, когда попытался скрыться от сотрудников полиции. Поняв, что потерпел неудачу, он предпринял еще одну попытку уйти от наказания. Как за считанные минуты мужчина заработал 2 уголовных дела, расскажет Айрат Назипов. Увидев патрульный автомобиль, водитель арендованной машины нажал на газ. Полицейские видели, как до этого мужчина выходил из лесопосадки, и это им показалось подозрительным. Завязалась погоня. Закончилась она после того, как мужчина въехал в другого участника движения. Будь здоров, выйди с машины. Руки в сторону сделать, пожалуйста. Пристегните запрещенное оружие, патроны, наркотики. Когда полицейские решили перепроверить его слова и открыли сумку, мужчина занервничал и пустился, что называется, во все тяжкие. Ой, а что с ним не то? Стрелять сейчас будет у него, походу. Он пытался избежать уголовной ответственности всеми силами, не понимая, что только усугублял свое положение. Он ударил стражи порядка, а затем, отобрав у него перцовый баллончик, распылил в лицо. О, перцов. Ё-моё. Все было тщетно. Мужчину задержали. Позднее он объяснил свое поведение. Испугался, у меня приступ паники случился. Инстинкт самосохранения. Я попытался вырваться, убежать. И небольшая стычка с сотрудниками ДПС. Тому сотруднику я вывихнул ключицу. Как выяснили следователи, в тот день предполагаемый закладчик забрал из тайника на улице Возрождения больше 100 граммов мефедрона и несколько граммов гашиша, но сбыть не успел. Все это нашли в ходе осмотра задержанного. Еще не предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, а также применение насилия в отношении представителей власти. При этом свою вину он признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано в суд. В ближайшее время будет дан старт процессу. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.